Посольство буквально некоторое время назад опубликовало на своем сайте комментарий. Он касается решения, которое когда-то было принято президентом Российской Федерации, были соответствующие указы, тем гражданам Абхазии, которые уже имеют российское гражданство и имеют заграничные паспорта, для того, чтобы им было более удобно на территории Российской Федерации получать различные услуги, ну, например, регистрировать транспортные средства. Сюда прибыла большая группа сотрудников миграционной службы Министерства внутренних дел с тем, чтобы в 3 городах, в Очимчире, в Гагре, в Сухуме, опять же, подчеркиваем всем желающим, выдавать общегражданские паспорта. Не заграничные, а те паспорта, которыми располагает большинство граждан Российской Федерации. К сожалению, как мы понимаем, ряд депутатов Народного собрания не согласились с такой постановкой вопроса, стали, выдвигать тезис о том, что без особого разрешения этим заниматься нельзя. У нас позиция другая. Мы считаем, что для этого существуют все необходимые основания, в том числе ратифицированное Народным собранием соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Но, учитывая, что этот вопрос приобрел политическое звучание, в Российской Федерации было принято решение отозвать сотрудников миграционной службы. Вместе с ними будут отозваны также сотрудники, которые ранее, как известно, выдавали водительские удостоверения здесь на месте. Вот, собственно, то, что произошло. Мы обратили внимание на публичный комментарий одного из депутатов Народного собрания, конкретно Кана Валерьевича Кварча, где он, видимо, из непонимания или незнания конкретных основ законодательства, выступил с нападками на такое решение российского правительства. Мы, в свою очередь, в свое время исходили из того, что порядка 190 тысяч граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии, и из этого количества граждан не все имеют общегражданские паспорта, но, возможно, многие пожелали бы приобрести. Кстати сказать, Кан Валерьевич сам, когда был гражданином России, он такой общегражданский паспорт получил. В результате, к нашему большому сожалению, остальные граждане Абхазии, которые не успели этим воспользоваться, вынуждены будут теперь ездить на территорию Российской Федерации, и в случае, если у них возникнет желание приобрести общегражданский паспорт, они будут обращаться в территориальные органы Министерства внутренних дел в соответствующих регионах России. Собственно, сам по себе комментарий посольства, на мой взгляд, он весьма емкий и исчерпывающий. Но вот какие-то дополнительные штрихи я бы хотел добавить. Насколько нам известно, и другие депутаты тоже выражали свое несогласие, но публично, как мы знаем, выступил только господин Кварча, поэтому я его упомянул персонально. Тем гражданам, которые бы здесь обращались, им нужно было бы уплачивать госпошлину в размере 300 рублей. На территории Российской Федерации это будет дороже. За Министерство внутренних дел я не хочу уступать, но уточнить у них, сколько это будет, можно. Не говоря же про то, что это, разумеется, расходы на проезд, переезд, на поиск места регистрации. Для того, чтобы получить общегражданский паспорт, нужно иметь постоянную регистрацию на территории Российской Федерации.